Здравствуйте, мои хорошие! Добро пожаловать на канал Магия Песка. С вами, как всегда, ваша Ольга. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Зачем вы встретились? Какой замысел у судьбы? Возможно, это случайность, а возможно, это любовь на всю жизнь. Если вам тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя и на мужчину. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. А вы ведь любите друг друга. И любите по-настоящему. Вижу, что сейчас отношения непростые. Кто-то сейчас на расстоянии находится, а кто-то постоянно ссорится, да, недопонимание между вами. А у кого-то как гостевой брак. Да? Появился человек, пропал. Появился, пропал. И не пойми, в каком вы статусе, в каком вы положении. Такая непростая любовь у вас, непростой у вас жизненный путь. И у мужчины непростой, да и вам не легче. У кого-то из девчонок прям обида очень серьезная, либо очень серьезные обоснованные претензии к мужчине. Ну, вот, как ведет себя, как поступает, либо как уже поступил. Ведь мужчина, знаете, с горячей головой. Я бы так сказала, не всегда он дружит со своей головой. Натворит делов, накуролесит, а потом в кусты. Стыдно ему становится. А прощения просить не умеет, извиняться не умеет. А вам обидно, очень обидно. Просто невыносимо обидно, вот так хочется сказать. У мужчины характер оторви и выброси. И вы знаете, вы единственная женщина, единственная, еще раз повторю, даже мама не обладает такой выдержкой и такой силой любви. Вы его единственная вынести можете. И то у вас силы, я уже вижу, на пределе. Вот у кого-то прям глупый, да, ведет себя постоянно глупо, какие-то ошибки совершает, творит, что попало. А у вас аж глаз на него дергается, да? Как он что учудит, так и глаз начинает дергаться, и сердце колотится. А у другой девушки вот прямо как осел. Вот простите, но осел. Вы его уже и так, и сяк, и подманиваете, и подпихиваете, а он уперся и стоит на своем, и все. Противный. И, знаете, ни один аргумент до него не доходит, он не воспринимает. Как глохнет, да, вы с ним начинаете говорить, а он ничего не слышит, все. Я в космос, не трогайте меня. Вот кто-то из девчонок прям считает, мужчина дан в муку, в наказание. Кто-то прям так и говорит, боже, за что ж ты меня так наказал, дал мне такого противного, упрямого мужичка. Ну что ж я такое натворила-то в жизни, либо в прошлых жизнях, что мне вот такая любовь-то выпала сложная. Ох, у вас, кстати, характер тоже непростой. Лукавить не буду, вижу, непростой у вас характер. Вы до поры до времени очень тихий, спокойный, уравновешенный человек. Но если вас довести, как там говорят, да, прячься кто может. Вы когда в гневе, вы таких дел можете натворить. Вы кому угодно высказать можете, и не только высказать. Вы, кстати, часто мужчине прям в глаз бьете, правдой бьете в глаз. Вы то стараетесь быть деликатной,
такой вот прям обходительный, да, деликатный, обходительный, завуалированно с ним говорите, намеками говорите. Ну, не хочется в глаза сказать, обижать не хочется. А вот прям доведет, а вы ему правду матку, да прям в глаза. Ой, как ему в эти моменты плохо, ой, как плохо. Он-то ведь понимает, что вы правду говорите. Все он понимает. И больно ему. Больно не потому, что вы ему правду говорите, а потому, что он с собой ничего сделать не может. Вот таким вот он родился. Таким родился. Может, карма у него такая тяжелая, может быть, воспитание такое было, пример перед глазами такой неполноценный был. Может, мама с папой так плохо жили, либо бабушка с дедушкой. Вот не знает он, как правильно. Не знает. Не научили. Не вложили в него это знание. Поэтому, мои хорошие, все конфликты в вашей паре на его совести. На его. Если бы он вас так не доводил, конечно же, вы бы и не пылили. Конечно же, вы бы жили бы, счастливые были, и все бы у вас было хорошо. У мужчины почему-то корни не прорастают. Не прорастают и все. Он как воздушный шарик, как перекати поле, да? Постоянно его тянет на какие-то приключения. Либо наоборот, он вперся в один угол и говорит: ой, мне там комфортно, не хочу туда выходить. Не хочу. Ой, девочки, ему так повезло с вами, так повезло. Если б не вы, если б не ваша любовь, он бы где-то пропал. Вот серьезно вам говорю, пропал бы. Либо б спился, либо в какую-то историю вляпался, либо закрыли бы его за какие-нибудь там проступки, поступки, геройства. Серьезно говорю вам, ваша любовь его спасает. Ваша любовь. Вы его земной ангел-хранитель. Серьезно вам говорю, я это вижу и чувствую. Понимаете, энергетика от вас идет такая благостная, исцеляющая, дающая жизнь, жизненные силы. Вы, кстати, очень часто с ним энергетикой делитесь. Он у вас слабенький, еще и ленивый. Сам себе энергетику не вырабатывает, а вы с ним делитесь. Вот почему после скандала вам так тяжко на душе. И физически даже тяжело. Потому что вы ему отдаете. Он у вас вампирит. Очень вампирит. Непроизвольно, но вампирит. Непростые отношения, очень непростые. У кого все хорошо, гладко в отношениях, мои хорошие, это не ваша отсыпка. Идите на другое видео, либо на другой канал. Да, посмотрите, про себя найдите. Здесь у меня тяжелая любовь. Тяжелая, такая вот прям комом, да, комом как-то все идет. Ком идет. Девочки, эти отношения, они судьбоносные. Вы не просто так встретились. Вы вспомните, как вы встретились, как у вас все начиналось. Знаете, как, может, не сильно нравились друг другу, может быть, и не очень хотелось. А вот прям как сталкивала вас судьба, и все, сталкивала. А у кого-то отыграется, что прям влюбились с первого взгляда. Вот смотрите на мужчину и думаете: ой, ничего такого прям волшебного в нем нету. А не могу без него. Вот не могу, и все, тянет, и все. Вот зацепил, заякорил, ничего сделать не могу. И у него точно так же. Понимаете? У вас связь настолько крепкая, вот ментальная эта связь, эмпатическая связь, настолько она крепкая, не перепить ничем. Понимаете, вы как друг к другу привязались, а вас уже никто не развяжет, не отвяжет. Вы даже не думайте. Если вы разойдетесь, хотя это маловероятно по этой отсыпке, вы друг друга никогда не забудете. Просто никогда. Никогда. А вообще я вижу, что вам судьба вместе быть. Пройти непростой путь. Женщина в этих отношениях раскрыться должна. Вот смотрите, это вы. Смотрите, вы как в воздухе висите, и душа ваша раскрывается в таком буйном цветении. Смотрите, цветок прям такой шикарный у вас из сердца, из грудины выходит. А мужчине в этих отношениях нужно стать вот такой гордой птицей, на крыло встать. Стать вот таким орлом, ясным соколом. Повзрослеть, поумнеть, мужества набраться,
выдержке научиться, за голову взяться. Вы знаете, вы друг друга прорабатываете. Ну, по крайней мере, мужчина точно проработается, а вы вот именно вот идет этим цветком, да, раскроетесь. Вы раскроете в этих сложных отношениях все свои способности, все свои таланты. Девочки, хотите верьте, хотите нет, но придет то время, придет тот час, когда вы с этим мужчиной под одной общей крышей, в хорошем, богатом доме будете жить, смотреть друг на друга и радоваться, да? Что мы все выдержали, что мы все вытерпели, что мы любим друг друга, что вот у нас такая непростая, но счастливая судьба. Судьбоносные, девчонки, судьбоносные. Без этого мужчины, без этих вот любовных мук страданий вы не сможете раскрыться. Не сможете, просто физически не сможете. Даже если будете работать над собой 24/7, не получится. Ваше раскрытие идет через эмоцию, через порыв, через эмоцию. Так вы раскрываетесь. А мужчина, да, ему нужен такой человечек, как вы, чтобы его прям правду в глаза, чтобы его тыкали в его ошибки, чтобы его поучали, чтобы ему прям показывали, вот тут не прав, вот тут прав, так делай, так не делай. У вас вообще талант педагога, учителя. Вы прирожденный педагог. С таким талантом вы родились. Вы его воспитаете. Он вам еще не раз за это спасибо скажет. Вообще идет такая энергетика, что вы мамочка, а он такой сынок. Сынок у вас. Девчонки, если у вас есть дети, вот просто проведите параллели и поймите, что вам с вашими маленькими детьми гораздо проще, чем с этим взрослым противным ребенком. Правда? Ну, такой чудной идет мне. Но все равно родной мой люблю. Вот это ваш ответ вашей души. Так, встретились вы, потому что это судьба. Встретились, потому что так и должно быть. Вы должны пройти этот путь. Непростой, в гору. Причем гора периодически будет просто отвесной. Придется и придумывать, и хитрить, и пробиваться с боем. А вы пробьетесь. Вы пробьетесь. И его за собой на вершину вытащите. Девчонки, прям вытащите и все. Люди какие-то не очень хорошие под ногами путаются. Вот они мне не нравятся. Какие-то женщины и мужчины, похожие на женщин. Знаете, тоже как сплетники. Вообще мне мужчины вышли как козлами. Козлы. Такие противные, вонючие козлы. Бодатые, да, которые каждый раз вот рогами бодаются больно. И, кстати, возможно, пьющие. Вот они у него прям под рукой, под левой стоят. А между вами почему-то женщины стоят. Не одна женщина, вот прям несколько женщин стоят под ногами, путаются. У вас и так отношения непростые, а они еще и больше там масла в огонь подливают, еще больше вам мешают. Это могут быть бывшие, это могут быть его родственники, женщины. И даже могут быть ваши завистливые подруги. Да, помеха еще под ногами у вас. Но вы совсем справитесь. Вы совсем справитесь. И я обращаюсь в данном случае конкретно к женщинам. На мужчину не рассчитывайте. Пока он на крыло не встал, пока он не превратился в гордую птицу, все, к сожалению, вы будете нести на своих плечах. Но вы сильная, у вас такой дух мощный. Такой ресурс богатый в вас заложила матушка природа и высшие силы. Я вам даже как-то по-доброму завидую, если честно. Я давно не встречала таких сильных портретов. Это просто гениально. Гениально. Так, еще хочу вас предупредить, чтобы вы в ближайшие, пусть будет неделю-две,
От мужчины ни в коем случае не отворачивались. Возможно, он что-то сделал, начудил, и вы на него обиделись. Он к вам придет. Кому-то отыграться прям придет на порог, а кому-то начнет названивать, наярливать, написывать. Не отворачивайтесь. Не отворачивайтесь. Вы скажите ему, что вот ты был неправ, мне не понравилось то, что ты делаешь, либо как себя ведешь. Но только не молчите, девочки, не молчите. Не игнорируйте его. Не игнорируйте. Это очень важно. Не могу сказать почему, но прям четко показали, что контакт при любых ситуациях, в любых случаях между вами должен сохраняться. Вот молчанка для вас категорически противопоказана, чтобы прям тишина между вами была. Поэтому, мои хорошие, делайте, что хотите, но только не игнорите этого мужчину и всегда старайтесь с ним общаться, не отвергать. Не отвергать. И вот этого обиделась и молчу ни в коем случае. Что-то не так сделал, по полочкам разложила, разжевала, в рот запихнула. Да? Что ты сделал не так, почему я обиделась, почему мне это не понравилось и как я хочу, чтобы ты это делал. Это очень хороший совет вам песочек дал. Это поможет вам быстрее добиться вашего расцвета и его становления. Под вашим зорким оком, при ваших нравоучениях мужчине вообще по судьбе многое добиться. Очень многое. И даже если вы уже возрастные, поверьте, девчонки, он еще так раскрутится. Молодые завидовать будут. В примеры его друг другу будут ставить. Так вот он раскрутится. Но это судьба. Я даже не знаю, что вам добавить. Это судьба. Такая вот судьба. Вы как созданы друг для друга. Идеально друг друга дополняете. Так, давайте я еще на оракуле посмотрю. Просто совет для вас. Может быть, какую-то подсказку, совет. Что вам подскажут, посоветуют. Либо предскажут. Может быть, оракулы добавят мое предсказание на песке. Все-таки, видите, песок картинку показал и все. А вот вариантов, возможностей, к сожалению, не показывает. Так. Ну вот профессия вышла. Дар, профессия, то, что я вам говорила, раскрытие талантов и у мужчины, и у вас. Вот, пожалуйста. Вот, любовь на все века. Ваша чистая, искренняя, два прекрасных голубя, которые друг друга нашли. Пара навек. Вот вам никто не нужен будет, и ему никто не нужен будет. Вот для этого вас свела судьба. Вот для этого вы встретились, для этого вы познакомились. И вот оно, ваше будущее. Мои хорошие, что хотите, делайте. Вы друг друга никогда забыть не сможете. И всю жизнь вас будет друг к другу тянуть. Чем дольше вы вместе, тем сильнее сила вашего притяжения. В этих отношениях, непростых отношениях, судьба вам раскрыться. Раскрыться целиком и полностью. И вам, и ему. Вы друг друга проработаете. Здесь идет преображение. И вас, и его. И любовь у вас такая сильная, насыщенная станет. Вот будут на вас люди смотреть, и как легенды будут про вас рассказывать, про вашу пару, как тяжело вам было в начале, как вы справились, и какие вы сейчас счастливые. Ваши дети, ваши внуки, правнуки будут мечтать о такой любви, о такой силе любви, вот чтобы испытать и быть таким же счастливым, какими станете счастливыми вы. Вы и ваш возлюбленный мужчина. Мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Берегите себя, берегите любовь, берегите своих партнеров. Всем пока-пока.